Коми участились кражи велосипедов. В полицейской статистике лидируют Сыктывкар и Ухта. По словам силовиков, как правило, виноваты в случившемся сами хозяева двухколесного транспорта. Они оставляют железных коней в подъездах домов. Виктория Палкина так и не рискнула купить велосипед. Здесь у нас стояли велосипеды. Мы их хранили в летнее время, когда катались в подъезде. Они были прицеплены на тросики, каждый по отдельности. Как-то, возвращаясь домой, я обнаружила, что велосипедов нет. Вызвали полицию, написали заявление. В течение недели нам их нашли и вернули. Таких историй десятки, но не все заканчиваются хэппи-эндом, как в случае с сыктывкаркой Оксаной Першиной. Сейчас она ходит пешком. Велосипед держит в гараже у знакомых. Да, неудобно, говорит девушка, но зато имущество в целости и сохранности. Вот и столичные полицейские нам подтвердили. Чаще всего двухколесных железных коней воруют именно из подъездов. Тросик очень легко перекусить, и об этом знают преступники. Учитывая, что у нас нет видеонаблюдения, к сожалению, в подъездах, если ваш велосипед украден, очень тяжело потом сразу по горячим следам это разыскать. Все краденое идет на продажу, и расходится такой товар быстро. Ведь хороший велосипед стоит в магазине не меньше 10 тысяч рублей. На черном рынке хватит и 2. Но по заводским номерам всегда можно восстановить историю украденных колес, уверяют в полиции. Как только на территории республики потеплело, сошел снег, ежедневно в полицию стали обращаться граждане с заявлениями о кражах велосипедов. За последние 4 дня было зафиксировано уже 10 подобных случаев. Юрий Кабанцев вот уже второй сезон рулит по столичным улицам. Этот велосипед ему обошелся почти в 40 тысяч. Поэтому вопросы безопасности на первом месте. Из подъезда его не уведут точно, говорит сыктывкарец. А вот на улице оставлять страшно, но деваться некуда. Приходится парковаться в людных местах. Вот, если есть место, где припарковаться, то ничего хитрого, сложного и долгого. Главное, была бы какая-нибудь подходящая, металлическая, желательно, недвижимая конструкция. Сегодня парковка – настоящая головная боль сыктывкарских велосипедистов. Реальное место есть только у столичной администрации, но и оно не пользуется популярностью. Вот и паркуются, как приходится. Виктория Палкина, Владимир Шишкунов, телеканал Юрган, Сыктывкар.